Екатерина Юрьевна Гениева является генеральным директором Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудамино. И я знаю, насколько глубоки традиции в этой библиотеке. Екатерина Юрьевна приехала и привезла с собой известнейшую, любимейшую писательницу россиян, это Людмила Евгеньевна Улицкая. Мы очень рады, что мы вот приехали к вам сюда. Спасибо за приглашение. И, наверное, стоит сказать, какая, в общем, идея вот этого проекта «Экслибрис», чтобы никто не мучился догадками и так далее. Наверное, вы, конечно, не можете не знать, что у нас такая произошла нескладная ситуация с финансированием региональных библиотек. Потому что традиционный бюджет 250 миллионов рублей, которые получали наши региональные библиотеки 2008 года, он, на мой взгляд, некоторому в течение неблагоприятных обстоятельств, когда всякие различные умники от экономистов решили, что у нас, конечно, все давно электронное, и в споре с различными руководителями я говорила, что особенно все электронное в сельских библиотеках, в общем, ни к чему не привел. И вот эти 350 миллионов рублей, которые на самом деле в размерах страны означали бы 700, потому что регионы, конечно, давали свои трансферы, образовал невероятную зияющую дыру. И все эти споры, обсуждения, они шли на очень высоком уровне, и на уровне Министерства культуры Российской Федерации, и на уровне руководителей правительства, но на сегодняшний день, к сожалению, это ни к чему пока не привело. И в региональных библиотеках, вы это знаете не хуже меня, образовался, особенно в некоторых регионах, вот такая зияющая совершенно дыра. Комплектование, то есть пополнение фонда. Проект, который мы делаем, это проект библиотеки иностранной литературы и фонда «Гражданская платформа», он на самом деле вовсе не ставит перед собой задачу решить вопрос комплектования. Это государственная проблема, решить ее таким образом невозможно. Он пытается хоть как-то вот это, понимаете, зияющее пространство решить. Откуда взялся этот проект? Он взялся из того, что мы с фондом «Гражданская платформа» собрали достаточно большое количество книг. В основном это книги нашего издательства «Рудамино», библиотеки иностранной литературы. То есть мы печатаем, имеем возможность сделать вот такие, понимаете, добавления, которые мы не только берем в свои фонды, но и даем другим библиотекам. Мы собрали энное количество издательств, которые добровольно решили дать свои издательскую продукцию для библиотек. И вторая часть, наверное, не менее важная, то, что эти книги, которые вот вы, наверное, видели, они там выставлены, они имеют возможность дойти точно до двери библиотеки. То есть вы наверняка знаете, что очень многие проекты, они рушатся от того, что вот эта доставка по нашей необъятной территории, она не осуществляется. И фонд «Гражданская платформа» взяла на себя такую благородную миссию, как доставка от двери до двери. Но это не только одна часть этого проекта, то есть это комплектование. Вторая часть, собственно говоря, вы ее видите с приездом Людмилы Евгеньевны Улицкой, это очень существенная вещь, какой должна быть библиотека. Что надо сделать с библиотекой, чтобы она была привлекательна, чтобы она была приятна, чтобы она была разумна нашим читателям. И отсюда этот проект «Писатель библиотеки», «Писатель-деятель культуры библиотеки». На это, на самом деле, у фонда действительно есть средства, мы имеем возможность привести деятелей культуры, сделать их доступными такому широкому населению, вот как мы видим сейчас в этом зале. На самом деле мы собираемся делать и второй этап этого проекта. Это подключение библиотек, прежде всего, конечно, региональных, к самым современным электронным современным средствам. Но это вторая часть проекта. Но главное, я думаю, вот нам на сегодняшнем моменте, это определить, какой должна быть библиотека вообще в мире, какая у нее судьба. Вопрос этот на самом деле достаточно сложный. Потому что, наверное, для вас не секрет, а в случае для меня это точно не секрет, что происходит с нашими библиотеками. Мы все хотим, чтобы было как можно больше чего, компьютеров. Мы хотим, чтобы было как можно больше чего, технических средств. Мы чего хотим, чтобы во всех наших библиотеках были самые совершенные, понимаете, способы электронной доставки. Это палка о двух концах. Потому что чем больше у нас вот этого электронного составляющего, которое, конечно, совершенно необходимо в современную эпоху.
И, понимаете, спорить и говорить, что электронные средства, они не нужны, это все равно, что говорить, что мобильный телефон уже никому не нужен. Но это палка о двух концах, потому что чем больше у нас вот этих технических средств, тем у нас меньше кого? Читателя. И наш читатель, это уже стало практически, знаете, таким, ну, наверное, ну, почти что уже законом. То есть чем больше у нас вот этой техники, тем меньше к нам читатель приходит ногами. И к нам тем больше приходит, чем руками. То есть зачем ему идти в библиотеку, когда он может набрать www и получить все, что угодно на экране своего iPad, iPhone и так далее. Это очень серьезная проблема, которая отнюдь не только, понимаете, российская проблема. Это проблема, которая существует во всех самых развитых странах мира. Вот мы готовились к этой встрече, говорили, что происходит в разных библиотеках самых развитых мира. У меня есть такой любимый пример, который касается очень развитых библиотек Великобритании. Наверное, года 3 тому назад английский парламент начал мощно сокращать сеть, ну, по-нашему, сельских библиотек, которые находятся в регионах Великобритании. И сократили они, в общем, количество библиотек Великобритании на очень существенную цифру, на 3000 библиотек. А дальше кого-то посетила, слава богу, умная мысль в парламенте, вообще посчитать, а что произойдет через некоторое количество времени с обществом, если продолжать этот процесс сокращения. И на самом деле это тот ответ, который мы с вами имеем, когда мы говорим о том, что такое культура и что такое вот наше библиотечное строительство, наша библиотечная деятельность. Это ведь не мгновенный эффект, это отложенный эффект. Он же не может произойти завтра, он произойдет через какое-то количество времени. Но для того, чтобы он произошел, вот эту территорию, это поле, ее ни в коем случае нельзя сокращать. И поэтому, слава богу, английские социологи провели соответствующие анализы и пришли к выводу, что если этот процесс сокращения будет идти и дальше, то произойдет то, что происходит на самом деле и в нашей с вами действительности. Те слова, которые мы так хорошо знаем: отчаяние, оскудение и так далее, и так далее, и так далее. Но для того, чтобы вот все это произошло или не произошло, понимаете, на самом деле нужно иметь отчетливую политическую волю, чтобы та территория, которую мы вот с вами представляем, территория библиотек, она была не таким, понимаете, изгоем по остаточному принципу финансирования, по принципу наших зарплат, по принципу того, что у нас нет книг, а чтобы была территория, которая была понятна тем, которые принимают решения. У нас, слава богу, наши различные руководители научились произносить слово «библиотеки». Но на самом деле научились произносить это слово и в тех пределах, которые нам с вами очень важны. Вот этот вопрос заработной платы, который наверняка мы, наверное, сегодня с вами обсудим и поднимем, он на самом деле все-таки в объемах страны, пожалуй, это вещь положительная, потому что зарплаты, конечно, как-то повышаются при всех этих дорожных картах. И, во всяком случае, престиж и наше с вами положение как людей, которые действительно взрыхливают эту территорию культуры, оно, в общем, все-таки поднимается, но поднимается чрезвычайно медленно. И на самом деле, на мой взгляд, вот чего нам не хватает такому нашему российскому библиотечному сообществу, нам не хватает отчетливо звучащего голоса библиотек. Потому что вот даже тот спор, о котором я вам рассказала, про эти 350 миллионов, он на самом деле мог бы быть совершенно другим, если бы наш голос звучал гораздо сильнее. А для того, чтобы он звучал гораздо сильнее, у нас, наверное, должно быть какое-то продуманное и сплаченное единство. Вещь очень непростая, потому что лидеров, которые в состоянии, понимаете, отстаивать наши позиции, на самом деле не так много в нашей действительности. Их надо, наверное, взращивать, их нужно, понимаете, растить, их нужно создавать им какую-то питательную среду. Задача непростая, но она может быть только создана, наверное, понимаете, вот в таком отчетливом диалоге нашего библиотечного братства, сообщества с властью. И здесь очень важно, чтобы мы могли найти, понимаете, тот общий язык, на котором мы можем говорить. Говорить власти, министров, заместителей министров, вы все время должны, они нам могут сказать, и вы нам тоже что-то должны. Нужно найти, понимаете, какую-то общую территорию, где мы можем найти вот эти точки соприкосновения. Но, наверное, несколько слов о том, какая наша библиотека. Моя библиотека очень юная, нам всего лишь 95 лет. То есть мы, понимаете, не Оксфордская библиотека, не Кембриджская библиотека, мы такое вот
порождение того, что случилось в нашей действительности после революции. Мы были созданы в 1921 году. Действительно, совершенно замечательной женщиной Маргаритой Ивановной Гудамино. Мы очень гордимся, что наша библиотека именно с именем Маргариты Ивановны Гудамино. Мы единственная библиотека, по-моему, в стране, которая действительно носит имя материальный от своей создательницы. Она была действительно удивительным человеком. Она была удивительным человеком с удивительной такой жизненной историей. Это молодая девушка из Саратова, которая приехала в город Москву с чемоданчиком книг. Это была ее семейная библиотека. И вот на основе этого семейного чемоданчика она создала библиотеку, которая на сегодняшний день имеет 5 миллионов единиц хранения на 140, и здесь я делаю всегда паузу, потому что мне нужно решить, на каком количестве языков у нас есть книги. Официальная цифра 145 языков, а нормальная цифра 147. И, конечно, когда я задаю вопрос, откуда 145 и 147, я сама на этот вопрос отвечу, потому что 145 языков – это те языки, которые существуют в мире наших комплектований. А 146 язык – это язык, конечно, русский, на котором существуют наши переводные издания. А 147 язык – это язык русского зарубежья, который мы с 1980 года начали собирать в нашей библиотеке, а потом уже в библиотеках России. Мы библиотека, конечно, странная. Вы такая, знаете, странная миссис Сэвидж, вот, вспоминая известную пьесу. Потому что, наверное, вот только в Венгрии, которая так близка этой территории, есть то, что называется библиотека иностранной литературы. Потому что в любой, вот скажем так, нормальной, но если такие территории есть нормальной действительности, библиотека, где есть такой большой иностранный фонд, находится, естественно, в пределах национального фонда. Ну, история дама, не терпящая слагательного наклонения, что есть, так все случилось. И поэтому, когда Маргарита Ивановна создавала свою библиотеку, у нее, конечно, была идея сохранить вот эту необъятную зарубежную культуру для молодого советского государства. И она, конечно, это сделала. И все такие институции, как издательство «Прогресс», как теперь университет, институт иностранных языков, это все на самом деле происходило из недр библиотеки иностранной литературы. Она была еще, конечно, удивительным человеком, потому что она умела собирать людей вокруг себя. В библиотеке на самом деле происходило нечто, что происходило, скажем, в милой доброй Франции, которая приняла философский пароход, отправленный Владимиром Лениным в соответствующие годы. Франция никому из наших философов, ни Бердяеву, ни Чайковскому, она ведь не обещала никакого благосостояния. Она просто им, Франция, сохранила жизнь. Вот и Маргарита Ивановна принимала на работу к себя кибернетиков, генетиков, и тем самым она, понимаете, создала такую ноосферу, такую территорию библиотеки, которая сама порождала вот такое духовно-культурное пространство. Мне очень приятно сказать, во многих книгах Людмилы Евгеньевны Улицкой как раз описана наша библиотека, которая вот именно то место, где люди находили себе приют, и обязательно благосостояние, но на самом деле работу и жизнь. И, наверное, вот это все постепенно, оно создало ту особую атмосферу, которая, когда наступили перемены наступили, как это было в 1989 году, нам дала возможность на территории публичной научной библиотеки создать огромный международный культурный центр. На сегодняшний день у нас на наших территориях находится 14 международных культурных центров. И смысл этих центров не только в том, что мы пополняемся книгами. Это, наверное, самое важное, что должно существовать в современной действительности. Это диалогическое пространство. Это постоянный диалог, который мы ведем с культурами, языками, странами, нравами. Не обязательно совсем соглашаюсь, абсолютно не обязательно соглашаюсь, но имея возможность вести межконфессиональный диалог, межэтнический диалог, межкультурный диалог, который на самом деле место, где можно вести его так прямо, в действительности существует совсем немного. И библиотека, как мягкая сила, о чем мы с вами говорили, как часть той мягкой силы, которая является культура, сила, но мягкая сила, это как раз то пространство, которое позволяет решать иногда вопросы абсолютно невозможные на политическом и сугубо идеологическом уровне. Это очень важная функция. И вот те правители, те государственные деятели, те
люди, которые имеют возможность принимать решения, вот если они это понимают, тогда библиотека становится мощнейшим подспорьем. Я вот хотела бы привести такой пример, наверное, он полезен для нашего библиотечного строительства. Ну вот скажем, какая мы страна в конфессиональном отношении? Мы в конфессиональном отношении, конечно, страна, которая хочет себя позиционировать как сугубо православная страна. С другой стороны, у нас 30% исламского населения. Вот как вы считаете, если в библиотеках сегодняшнего дня постоянно открываются отделы религиозной литературы, православной литературы, я сознательно сказала религиозной, потому что правильно сказала православной, это правильная позиция по отношению к библиотечному строительству? Ну, наверное, вы ответите, некоторые ответят да, некоторые ответят нет. На самом деле это неправильная позиция, потому что мы с вами, библиотека, межконфессиональная территория. То есть мы можем представить религиозное разнообразие мира в библиотеке, но мы не можем представлять только одну конфессию как лидирующую. Очень тонкая тема, очень такая тема деликатная, но от того, как она решается библиотекой и как это позиционируется в обществе, на самом деле зависит вот такая глубокая вещь, как межконфессиональный, иногда приводящий к очень острым последствиям диалог. Очень интересная тема сегодняшнего дня, на мой взгляд. А какой вообще она должна быть, эта библиотека? Это что, склад книг? Это место, где мы выдаем книги, книгу взял, книгу выдал. И вообще, на самом деле, у книжного составляющего есть какое-нибудь будущее? Если отвечать на этот вопрос честно, на это трудный вопрос, я думаю, что в глобальном смысле у книги, как мы ее сегодня с вами понимаем, будущего, как это не грустно сказать, возможно, что и нет. И очень возможно, через какое-то время, ну, наверное, я вот до этого времени, может быть, и не доживу, но то, что мы с вами так ценим и любим, вот книги, переплеты, запахи, все, что мы говорим о книге, превратится в то, что мы с вами знаем, как такие знаменитые глиняные таблички. То есть то, что когда-то вот был наскальный живопись, наскальное письмо. Вы знаете, грустно об этом думать, но вполне возможно, что если опять-таки действительно не сделает какой-то вот такой пируэт, это произойдет. Это произойдет, потому что, что такое электронная книга? Электронная книга – это просто один из способов носителя информации, текста в каком-то другом виде. Чем она отличается от печатной книги? Собственно говоря, ничем. Это просто другой способ носителя. И мы с вами живем, конечно, в очень интересную эпоху. Мы ведь с вами современники эпохи после Гутенберга. То есть мы современники эпохи, когда вот эпоха книгопечатания, она фактически на наших глазах не завершается, но модифицируется. Мы находимся в абсолютно новой такой электронно-технологической реальности. Эта электронно-технологическая реальность, как бы вы к ней ни относились, все, понимаете, спорить совершенно бесполезно. Более того, я думаю, что мы, как современники этого процесса, ну, понимаете, лицом к лицу, мы очень близко к этому находимся. Мы до конца даже и не понимаем законы этого пространства. И поэтому вот это пространство, в котором мы с вами находимся, и которое нам, людям, работающим в библиотеках, в общем, так близко, но если не близко, то очень желанно, потому что, опять-таки, вот этот крик компьютеров, на самом деле это такая палка о двух концах. Не только потому, что мы сами выгоняем читателей из своего пространства, из библиотеки, но и потому, что мы, наверное, не знаем, как с этой территорией совладать. Любопытная вещь. Какое большое количество самоубийств прокатилось по различным, особенно северным странам, по Швеции, Норвегии, в числе молодых людей, которые находятся в этом интернетовском пространстве. В чем причина? Причина, на самом деле, с моей точки зрения, она такая сугубо человеческая причина. Это ведь пространство, это пространство величайшего одиночества. И когда вот этот молодой человек выходит на просторы реальной жизни, он сталкивается с ситуацией, с которой он практически не в состоянии психологически совладать.
И здесь мы с вами возвращаемся таким сложным путем к тому, а что же мы за пространство библиотеки? Вот скажут, к нам должны или хотят приходить люди зачем? Чтобы просто почитать, я думаю, конечно, несомненно, эта функция, конечно, существует. Но мне кажется, что современная функция библиотеки, я постараюсь это сказать какими-то, знаете, такими человеческими словами. Это то, о чем сейчас так подробно размышляет ЮНЕСКО. Библиотека – место, где человеку хочется побыть. Вот эта категория такая совершенно неожиданная, просто побыть. А для того, чтобы побыть, там должно быть уютно, светло, тепло, красиво. Потому что если какой-нибудь молодой человек с девушкой приходит просто побыть в библиотеке, по-моему, это замечательно. Это замечательно, даже если он не возьмет никакую книгу, а просто побудет в этом генерирующем и побуждающем пространстве. Но здесь мы сталкиваемся с проблемой материального обеспечения. На самом деле вот того, что сейчас появилось такое замечательное определение в ЮНЕСКО программах библиотек. Библиотека должна быть секси. То есть, понимаете, не в первоначальном смысле, но в значении слова, она должна быть приятной. Она должна быть местом, куда хочется прийти, чтобы сделать что? Ну, наверное, вот себя как-то осознать. В мире, на мой взгляд, вообще ничего нового-то не существует. Вот в своей диссертации, которая называется таким довольно мудреным способом, библиотека как центр социокультурной коммуникации. На самом деле, это можно перевести в человеческий язык и сказать, что библиотека как место, где человеку очень важно находиться. А чтобы ему было важно находиться, должны быть какие-то параметры, помимо тепла, света, уюта, книг. Должна быть еще такая вещь, как, понимаете, интерес. А вот этот интерес, это как раз то, что мы пытаемся сделать по программе Experience. Привести библиотеку нечто, что делает ее особенно привлекательной. Писателя, деятеля, художника, и устроить с ним встречу. Когда я начала говорить, что в мире нет ничего такого нового, то вот этой моей диссертации я привожу такой пример, что современная библиотека, возможно, должна быть похожа на такую штуку. Бани Каракалы. Бани Каракалы – это такое место в Древнем Риме. Ну, просто место, где находились древние бани. И куда римские патриции приходили зачем? Они приходили за тем, чтобы побыть, омыть свои телеса, испить вина, послушать и поговорить. Какое это нам имеет отношение? Прямое. Потому что, хотя мы бдительно следим за тем, чтобы наши сохранные фонды были сохранены, на самом деле, наверное, когда мы нарушаем какие-то правила, и к нам в библиотеку приходит какой-нибудь малыш, который хочет съесть яблоко на фоне наших бесконечно важных фондов, я боюсь, что пускай лучше его ест, чем он его не ест. А на самом деле вот эти бани и каракалы – это же прообраз той библиотеки, которую, наверное, мы хотим дерзко сейчас воссоздать. Ведь мы что хотим? Чтобы к нам приходили люди, читали, размышляли, беседовали, были, выносили что-то из библиотеки для себя важное. И на самом деле, ну, пока мы не омываем в наших библиотеках телеса, хотя на самом деле есть и некоторая тенденция, когда библиотеки превращаются в такие вот спортивные площадки. Но идея-то, она такая вечная, которая в такой детской форме, она нас заставляет переосмыслить, чем же мы можем быть. Один из злых вопросов, которые существуют в нашей действительности. Вот с этими 43 тысячами библиотек, или, скажем, 127 тысячами библиотек в стране, государство в состоянии справиться? На мой взгляд, нет. Оно не в состоянии справиться. И понимаете, наш с вами внутренний и внешний спор, который идет государством, надо ли сокращать пространство библиотек, надо их модернизировать, и что такое модернизация, что такое модификация, это вопросы, которые не имеют, на мой взгляд, однозначного решения. Потому что, приведу пример Москвы. Вы, наверное, знаете, в Москве идет такое мощное реформирование наших публичных библиотек, спорное, вызывающее очень много, ну, как всегда, суждений, но оно идет. И вот одна из библиотека Достоевского в самом центре города Москвы,
когда ты в нее входишь, то тебя охватывает, в общем, некоторый библиотечный шок. Потому что кругом компьютера, действительно сидящие молодые люди за компьютерами, а весь фонд, который вывезен из хранения и представлен в самом зале, он находится таким образом, что ты к нему можешь только подлезть на лестнице. То есть он, в общем, фонд, который есть, но который, судя по всему, не обязательно достижим. Или он просто не используется. А если он не используется, что это означает? И что надо сделать для того, чтобы он использовался? И можно ли сделать что-то для того, чтобы он использовался? На самом деле, вот эта функция этой библиотеки, это такая, понимаете, это место встречи, говоря словами популярного фильма, которое изменить, наверное, нельзя и не надо. Но будет ли это развитие библиотек? Спорный вопрос. И вообще, кто такой библиотекарь в современной библиотеке? Конечно, мы с вами сейчас можем заговорить о такой вещи, как дефицит нашего библиотечного образования. Мы, наверное, можем с вами заговорить, кто такой библиотекарь в сегодняшнем понимании его роли. Я думаю, что тот образ библиотекаря, который книгу взял, книгу принял, он давно куда-то, но он уходит в прошлое. Хотя в сельских библиотеках, конечно, эта функция остается. Так кто же он, этот современный библиотекарь? Это, наверное, скорее персонаж, человек, ученый, специалист, деятель, который постоянно может менять такие почти актерские маски. Он такой актор, который может работать и с каким-нибудь молодым поколением, и с пожилым поколением. Я не знаю, какая ситуация у вас, но вот московские библиотеки, они мощно расширяют свое пространство за счет работы с людьми с ограниченными возможностями. Это одна, конечно, из тем, которая кричит в любом обществе и в нашем обществе. Но чтобы работать с этими людьми, ну, скажем, с детьми, страдающими аутизмом, мало сказать, что мы хотим работать. Надо же понимать, как с ними работать. Следовательно, требуется какое-то образование, требуются дополнительные затраты и так далее, и так далее. Библиотека будущего, какая она? Ну, наверное, она такая, какая мы ее с вами построим. Но мы ее будем строить каким образом? В содружестве с кем? С международным сообществом, с российским сообществом, с теми, которые нами руководят. И которым мы очень часто говорим: вы ошибаетесь, вы неправильно понимаете, мы знаем это лучше. И вот тут возникает очень важный, снова я возвращаюсь к этому сюжету, это вопрос диалога. Очень опасная точка зрения, что власть нам только должна. Если она только нам должна, то никакого, понимаете, такого синергетического эффекта не произойдет. Нам очень важно выстроить этот диалог с властью, которая действительно принимает экономические решения. Говоря о том, как сокращаются сети библиотек, мне, понимаете, сложно на эту тему говорить, потому что, не знаю, знаете ли вы, когда было в Санкт-Петербурге это большое совещание, декабрьское, такой международный конгресс деятелей культуры, единственная позиция, которая нигде там не обсуждалась, к сожалению, при всех министрах, вице-премьерах, это была позиция библиотек. Там были музеи, архивы, что хотите. А вот слово библиотеки там не произносилось. И когда мне предоставили это слово с высокой трибуны сказать, что же должно происходить, я сказала следующее, что, наверное, у нас идет год культуры. Что бы это ни означало в нашей действительности, у нас каждый год культуры в нашей стране. Но если у нас идет год культуры, то, может быть, сказала я, и вызвала, знаете, такой взрыв аплодисментов, что, может быть, мы хотя бы предложим наложить мораторий во время года культуры на закрытие библиотек. Не знаю, насколько я была услышана, боюсь, что не совсем. Но честно, вот подходя в нашем разговоре с вами, отвечая на вопрос, а нужно ли вот 100%, чтобы этот мораторий был, у меня нет однозначного ответа. Город Москва. Энное количество библиотек находится в квартирах с домофонами. Как вы считаете, нужна такая библиотека? Наверное, нет. Она ведь тянет из бюджета деньги. Электричество, отопление, ну и так далее, и так далее. То, что мы называем с вами коммуналка.
Наверное, если эти деньги разумно перекодировать в какую-то другую территорию, оно ведь лучше будет. Что делать? Очень важный вопрос. С сельскими библиотеками. Я стопроцентная сторонница, что в библиотеках села, на территории села библиотека должна оставаться, потому что в целом ряде случаев это единственная культурно составляющая, местообразующее, человечески организующее место. Но мы тут же подходим с вами к вопросу, а если в этих сельских библиотеках, ну, хотя бы то, что нужно тому населению, которое вокруг этой библиотеки находится? Современные жалобы. Молодое поколение не читает Пушкина. Молодое поколение не знает Лермонтова. Молодое поколение не знает одного другого Лермонтова. Кто виноват? Наш обычный российский вопрос. Вы знаете, наверное, жизнь виновата. Наверное, и мы отчасти виноваты. Наверное, для того, чтобы они, нехорошо говорить о них, кто-то читал, надо сделать какие-то усилия, чтобы читали. У меня есть замечательный пример, связанный с городом Саратовым. Когда мы надумали сделать программу, вот, связанную с Александром Сергеевичем, то я придумала такой бал в библиотеке. Ну, бал легко придумать, потому что бал Татьяны Ильиничны. Я открывала этот бал с молодым человеком из театрального училища, который ногами двигал много лучше, чем я. Точно совершенно. И вот мы с ним вальсируем. Я думаю, как бы мне ему задать вопрос? А вот Пушкина. Ну, понимаете, вопрос ведь такой, типа, а ты записался на фронт? Вот я говорю, вот он, Евгений, он так меня пристально смотрит, напряженно говорит, Евгений вальсирует. Онегин. Я говорю, да. Он говорит, вчера открыл. Я говорю, ну и как? Он говорит, клево. Вы знаете, сказать ему, что о солнце нашей поэзии нельзя говорить клево, это точно добиться того, что Александр Сергеевич, он больше никогда играть ничего не откроет. А с другой стороны, новое время, новые песни. Наверное, ведь наша с вами задача, конечно, научить этому молодого человека говорить не только клево по отношению к Александру Сергеевичу Пушкину, но вызвать вот этот интерес. А вызвать этот интерес мы, наверное, с вами можем только какими-то нетрадиционными способами, выдумкой, дерзанием. Ну вот, не знаю, на следующий, у нас вот будет такая возможность или нет, мы с Натальей Николаевной привезли такие, как я их называю, библиотечные фенечки. Вот наступает юбилей Михаила Ильича Лермонтова, мы об этом сегодня говорим, 200 лет. Ну, наверное, вы со мной согласитесь, а может быть и нет. Я вот здесь перечитала весь Лермонтовский канон и пришла к выводу, что я этого поэта не знаю. Тому, что меня учили в школе, явно отличается от того, о чем он писал. Потому что классическое произведение «Парус», которое мы с вами хорошо знаем, которое нас всегда учили воспринимать как такого буревестника, а он мятежно ищет бури, как будто в буре есть покой. Вот это как будто некоторое количество поколений людей дружно пропускали. Но вот для того, чтобы, наверное, решить вопрос, кто же этот замечательный поэт и очень неприятный молодой человек, который с трудом дожил до 27 лет, как вы знаете, наверное, не просто нужно про него рассказывать, а вот этому современному поколению что-то такое, вы понимаете, можно сказать, инновационное, а можно сказать, человеческим языком, что-то такое, понимаете, доступное предложить. Мне очень жалко, что мне принесли эту коробку. Да, но мы сейчас вам покажем. Вы знаете, мы придумали такую вещь с фабрикой пастилы в городе Коломна. Уже само по себе как-то дикое сочетание библиотека, фабрика пастилы, все имения, где вода вообще, как это все. Они действительно восстановили замечательную историческую пастилу коломенского Коломны, которую любил Достоевский, которую там еще всякие деятели культуры почитали. И мы сделали следующее. Мы сделали коробку маскарада, где, значит, изображена Нина, понятно, да? И, соответственно, Арбенин, их две. И когда открывается эта коробка, то люди думают, что ты им предлагаешь, ну, в общем, пастилу. Ну, или то, что они еще называют мыло, как что написано «Душевные радости». Открывая эту коробку, начинает звучать знаменитый вальс хачатуряных маскарадов. А внутри, вот в изножье этой коробки, лежит копия, естественно, копия, значит, вы понимаете, подлинники вряд ли вы на что-нибудь одобрят. Это копия шарфика Нины,
котором она мечется, уже отравленная вот по комнатам. И несется некоторый запах духов. Вот на этих запахах духов очень многие персонажи, которым мы это показывали, они как-то не могут ответить на вопрос, что это за запах духов. Это запах духов Натальи Николаевны Пушкиной. То есть, понимаете, то, что сохранилось на мойке 12. То есть такой запах эпохи. К чему это? Да ни к чему, можно сказать. Такая вот игрушка. Но игрушка, которая на самом деле является таким побудительным мотивом и к чтению. Я вовсе не хочу сказать, что это лучший пример. Но, понимаете, я привожу его как пример такого дерзания библиотеки. Все способы хороши, кроме плохих и опасных. И вот здесь я подошла к теме, которая на самом деле меня чрезвычайно занимает. Понимаете, сейчас идут обсуждения о регулировании государственной политики в сфере культуры. Документ, который вызвал, наверняка вы знаете, очень такие разночтения между Министерством культуры Российской Федерации, администрацией президента. С одной стороны, этот документ все время хочет регламентировать наши поступки в области культуры, вещь, с моей точки зрения, крайне опасная. С другой стороны, решает вопрос, а что такое наша национальная идея, где же наши вот эти традиционные, исконные национальные ценности. И мы страна, которая не Европа, или мы Европа, мы Азия, ну, наверняка все это полемику знаете. Документ чрезвычайно важен, имеющий к нам, людям, работающим в библиотеке, очень большое отношение. Потому что мы же с вами те инстанции, которые предоставляют или не предоставляют информацию. Вот этот великий закон ЮНЕСКО, публичные библиотеки обязаны представлять любой поток информации, это ведь тоже палка о двух концах. Скажем, в наших электронных залах приходит какой-нибудь молодой человек или какая-нибудь молодая девушка и начинает смотреть в пространстве библиотеки те сайты, которые мы с вами называем сайты ненависти, порнографические сайты. Что делать в этой ситуации? Ну, в нашей библиотеке этот человек лишается права доступа. Но запретить ему смотреть эти сайты, когда он выходит за пределы библиотеки, никто не может. Другой вопрос. Вот эти ненормированные сексуальные отношения, которые бесконечно сейчас обсуждаются в средствах массовой информации. Мне сегодня уже задавали вопрос, связанный с серией книг Людмилы Евгеньевны Улицкой «Другие о других». Она вызывает очень большое напряжение, потому что в одной из этих книг, я лучше об этом скажу прямо, потому что этот вопрос все равно возникнет. Это книга, посвященная вопросам семьи. Семья у нас и у других. В этой книге есть 11 строчек. Замечу вам, в Большой советской энциклопедии на эту же тему 40, которая рассказывает, что в мире есть семьи, где есть только папы, а есть семьи, где есть только мамы. Никто ничего абсолютно не пропагандирует. Это констатация. Вот это вызвало в обществе совершенно такую, я бы сказала, понимаете, безумную полемику. С этими ненормированными сексуальными отношениями мы с вами довольно быстро зайдем в такой культурный тупик. Вот что делать с пиковой дамой? И что делать с русскими народными сказками? С точки зрения вот пропаганды или не пропаганды вот таких отношений. Пиковую даму вообще легко запретить. По причине, что это пропаганда азартных игр. Или, скажем, такой эпизод, который был в Москве, вы наверняка знаете, вышло совсем недавно полное собрание переписки Александра Сергеевича Пушкина с ненормированной версией. Книга исчезла в нашем одном из центральных магазинов за 25 минут, она была бесплатна. И когда этот вопрос обсуждался в Думе, которая сама инициирует такие, я бы сказала, обсуждения, то вывод был следующий: но он же классик. Но он же классик, знаете, такой, я бы сказала, односторонний ответ. Но мы, конечно, мы люди, работающие в библиотеках, мы хотим, чтобы нам дали какие-то, наверное, продуманные документы и акты, на которых мы можем ссылаться. Потому что нашей отдельной самостоятельности, я думаю, что в этом вопросе не хватит. Возвращаясь к вопросу, тем не менее, что делать с нашей безбрежной сетью библиотек? Вот что с ними делать? Сохранить идеально, профинансировать замечательно, насколько возможно. Стремиться к тому, чтобы люди, которые там работали, получали адекватную заработную плату. Идеальная ситуация.
прислушаться к тому, что говорят экономисты до предела. Потому что экономисты считают экономический эффект. Мы же с вами считаем не экономический эффект. Мы отложенный эффект. То, что мы не сделаем сегодня, возможно, не будет сделано никогда. Я снова возвращаюсь к примеру Великобритании, которая закрыла 3000 библиотек, а посчитав с помощью социологов, она поняла, что эти библиотеки нужно не закрывать, а вновь открывать. Возвращаясь к теме государственной политики, нормирования государственной политики, я ярая противница любых норм по отношению к культуре, потому что рано или поздно это приведет к тому, что мы называем страшной цифрой 1937 год. А поскольку, понимаете, цензура, она ведь существует не только внешне, она существует и внутри нас. Вещь хорошая, если это ограничение здравомыслящих. Но когда начинается государственная цензура, у нее пределов-то, наверное, нету. Но для того, чтобы мы могли, с одной стороны, представлять безопасную территорию нашим читателям, с другой стороны, отвечать на вопрос, который все равно перед нами ставят. А что такое наша национальная идея? Ну вот министр культуры несколько дней тому назад сказал, что в частности наша национальная идея – это георгиевская ленточка. Ну, наверное. Но я вот думаю, что наша национальная идея она совершенно другая. Это наш язык, это наша литература, это действительно невероятное, ну, я не знаю, пространство культуры, которое в любой стране существует, но в нашей стране, конечно, существует особенно. И, наверное, когда мы говорим вот о таких трудных вещах, как имя Победы, имя России, вообще, что мы такое в культурном пространстве мира, это все вопросы, которые очень хорошо обсуждать. Вот мне не хватает в нашем пространстве вот этого обсуждения. Слишком много норм, очень много идиотических экономических показателей, которыми нас все замучили, вас, наверное, тоже. Понимаете, мне непонятно, за что мы отчитываемся. Мы отчитываемся за какие-то циферки, или мы с вами отчитываемся все-таки за то, что называется человеческий потенциал. Я предпочитала, чтобы это было второе. Как с этим бороться? Ну, я боюсь, что это бороться могут только действительно министры или люди, которым кто-то прислушивается. Есть ли возможность, что мы с вами одержим победу в этой борьбе? Пока не знаю. Есть поселок Селычка. И как раз вот библиотека говорила мне о том, что дети там сидят до закрытия. Те дети, у которых дома и печь не топлена, и не только нет там компьютерного телевизора, быть может. А вот фонд очень ограничен. И я ввела литературный клуб, мы собрали 3 машины книг. Но это было очень трудно сделать, потому что библиотеки не позволяли собирать. Противопожарная безопасность. Дома у себя я тоже такое количество не могу собрать. Нужно было автомобиль где-то взять и так далее. И это была вот большая радость. Вот много говорят о том, что сейчас переключились на компьютер или там бумажный вариант никого не интересует. Вот этим людям хорошо посмотреть на этих детей, как они были рады, сколько книг прибавилось, и теперь сколько времени они все это будут читать. Понимаете? Вот я думаю, что проблема, конечно, прежде всего комплектования фондов, наличия книг, доступности книг разнообразных, понимаете? Потому что то, что мы собрали, наше поколение, мы все покупали книги, у нас в основном классика, а хотелось бы, чтобы было больше литературы общеобразовательной по разным отраслям знаний. Это трагическая, конечно, ситуация в комплектовании сельских библиотек. Вот мы были только сейчас недавно с Анной Николаевной в Орле. Это просто моя библиотека стоит перед глазами. Замечательная библиотека, как и водится, которая знает вещь, наверное, едва ли не самую важную. Она знает потребности того сообщества, которое ее окружает. Она едет в какие-то, я не знаю, там, центры, привозит эти книги, зная, что Марье Ивановне, ей нужна эта книга, а Владимиру Петровичу нужна другая книга. Это ведь на самом деле, говоря таким научным языком, это люди, такие навигаторы, это люди-мосты. И, конечно, позиция сельского библиотекаря, ну, для нашей страны она очень важна. Но вот то, что ты видишь, эти затасканные, замытые издания какого-то 1972 года на бумаге, которая просто не должна быть находиться из медицинских соображений, не только из эстетических. Понимаете, вопросы
толерантности здесь, вообще говоря, отступают. Потому что здесь приступают другие вопросы. Как мы обеспечиваем, ну, знаете, произнесете высокие слова, сохранность нации. Потому что она откуда-то же берется, эта сохранность нации, она же не за окном там где-то находится, а находится в поле нашей деятельности. Как можно ее обеспечить, эту сохранность нации, нравственного код, о котором сейчас бесконечно говорят, если нам не на чем воспитывать ребенка, который живет на этой территории. Это все равно мы никаким экслибрисом. Или вы понимаете, откуда это название? Экслибрис – это из книг. Никто же не говорит, что это книги для всей страны. Это было бы смешно. Ну, вот могу только сказать одно. Здесь должен быть политическая воля, экономический просчет и убеждение тех, которые принимают решения, почему это так важно. Очень важно, чтобы мы могли видеть опыты деятельности друг друга. От этих опытов толка бывает больше, чем от долгого чтения всяких методических указаний. Что это означает в реальной жизни? В реальной жизни я готова, мы готовы приехать на стажировку к нам в нашу библиотеку, обеспечив проживание. Мы не можем обеспечить дорогу. Но мы можем принять до 17 человек на различные обучающие, понимаете, дурацкое слово обучающие, не обучающие, а наши, понимаете, такие идеологические программы. Показать, как сегодня модернизируются в споре, очень хорошо, московские библиотеки. Какую огромную реорганизацию, вот я провела в своей библиотеке мощнейшую реорганизацию. Меня никто не заставлял это делать абсолютно. Я просто абсолютно убеждена, что любой организм, в том числе и библиотечный, он весь развивается по таким вполне понятным законам. То есть вот ты нащупываешь точку роста, эта точка роста начинает вместе с тобой расти. Потом она достигает точки роста какого-то предела и останавливается вот на этой точке роста. И если в это время не придумать, не удумать, не наладить что-то другое, то вот эта точка роста пойдет вот так вниз. Значит, ее можно удержать, а можно различными, ну я не знаю, усилиями ее пихнуть вперед. Вот я провела полную реорганизацию управленческого аппарата в своей библиотеке. Это, конечно, лишняя нагрузка на руководителя. Но с другой стороны, почему я это сделала? Я высвободила, как вы понимаете, некоторые серьезные финансовые возможности. Для кого? Для специалистов. Потому что от того, что я буду бесконечно отчитываться по этим показателям, ну, дело хорошее, но тупиковое. А мне надо, чтобы в моей библиотеке работали люди, они еще все работают с иностранными языками. Потому что ну, вот панорама этих языков вы сами видели какая. Мне нужно, чтобы у них была интересная жизнь. Мне надо, чтобы в мою библиотеку приходили молодые люди. У нас с этим проблем нет. К нам приходят действительно молодые девушки, молодые мужчины. Но это ведь все тоже упирается в практические вещи. Зарплата, интерес, который какой-то должен быть. Как его обеспечить? Возвращаемся к предложению, которое я сделала. Если вы решите с вашим руководством, что какое-то количество из нашего библиотечного сообщества хотело бы приехать к нам в Москву, и мы показали, как эта реорганизация прошла, как мы, понимаете, сливали, соединяли, надеюсь, не выплескивая ребенка вместе с водичкой. Вот эту, конечно, теперь уже новую структуру библиотеки. Наверное, это будет полезно. Тот вопрос, который по сельским библиотекам, понятно, проблема единая. По оптимизации мы решили так. У нас прошли встречи со всеми начальниками управлений. Рубить с плеча — это, наверное, самый легкий вариант, но не самый, наверное, эффективный и правильный. Поэтому мы дали возможность нашим начальникам управления культуры, согласовав на местах те позиции, те варианты оптимизации, выработать предложения и подготовить их предложения и сделать их для министерства, чтобы обоюдное было предложение их и наши возможности, чтобы мы нашли золотую середину. Мне кажется, это очень важно, хотя соглашусь с вами, что у меня тоже возникает вопрос, когда человек грудь себе бьет, что сельское наше поселение без нас закроют,
а где эффективность, и мне, я своим специалистам обращаюсь, говорю, дайте мне аргументы. Когда я в район приезжаю, говорят, библиотеки надо закрыть. Такая позиция у вас сегодня присутствует, и не только у нас. Я поэтому говорю, одна из проблем сегодня у библиотек, то, что мы даже делаем, не всегда умеем показать общественности, государству, тем же чиновникам, чтобы убедить в том, что мы сегодня востребованы, что мы делаем очень важное и полезное дело, это наша, наверное, беда. Поэтому по оптимизации мы очень осторожно идем вперед, хотя вот те цифры, о которых вы говорили, за этими цифрами мы теряем человечность, нравственность и другие какие-то качества, которые должны привносить в наши структуры. Вот источники финансирования, вот, за Ой, счет чего вот, с удовольствием. удается делать Ой, спасибо то, большое. чего так не хватает нашим. У меня бюджет прирастает привлеченными средствами на 60%. Это очень много. Когда это было до всяких инфляций, конечно, особенно много. Откуда он? Вот все международные центры, которые у нас существуют, они за то, чтобы иметь возможность представлять свою культуру на нашей территории, естественно, дают нам такие довольно существенные благотворительные взносы. Вот откуда этот бюджет прирастает. Этот бюджет позволяет мне делать вот ту программу, которую мы здесь представляем, потому что книжки ведь надо напечатать. Значит, надо нужно найти средства, деньги и так далее. Это привлеченные различные деньги, это Министерство культуры не поддерживает Министерство печати. Но главная это моя задача даже не в этом книгопечатании, а моя главная задача, чтобы и всегда была, чтобы я могла держать уровень заработной платы у людей, которые работают, на том уровне, на котором они будут работать. Потому что, понимаете, я не удержу специалиста с арамейским языком, который 3 или 4 в нашей действительности, если я ему буду платить 12 тысяч рублей, он просто не будет работать. В Москве на эти деньги просто нельзя прожить. Вот это такой ответ откуда? Это привлеченные средства. Очень большое количество средств мы привлекаем по различным международным программам. Вот ответ такой, я не знаю, не подробный, но абсолютно честный. На самом деле, вообще вот эта идея привлечения внебюджетных средств, она идея хорошая, но только она стопорится, и ей столько мешают препон. Ну вот вы, наверное, частный предприниматель. Проблема, которая существует и у вас, и у нас, что очень часто частные предприниматели не хотят светиться в поддержке той или другой программы, потому что налоги, потому что и так далее, и так далее. Ситуация медленно меняется в московском обществе. Но вот наше издание последнее, посвященное Шекспиру, поддержала такая сеть ресторанов кофемания. То есть, вероятно, просто у человека в голове, у владельца есть какая-то идея, и вот он действительно идет на такую сознательную поддержку культурных начинаний. Очень мешает, конечно, огромное количество этих бездарных законов, которых мы с вами против, все эти 94-е законы и так далее. Ну вот это ответ на ваш вопрос. Должна быть обязательно централизованная библиотечная система в республике. Обязательно курировать должны профессионалы библиотечную систему. И решение вопроса существования количества библиотекарей и самих библиотек не должны решаться на уровне глав сельских администраций в меру своих компетенций. Поэтому такой ошибочный вариант пока у нас в республике он присутствует, существует, но сегодня мы будем это анализировать и будем стремиться к тому, чтобы все было правильно. И позиция сохранения библиотечной системы, библиотек сельских местностей мое принципиальное положительное отношение. Потому что это среда доброты, уюта, интеллектуального центра в любой сельской территории. И именно атмосфера библиотеки объединяет все национальности, все возрасты. И приветствовать хочу, что на сегодняшнее время мы особое внимание обращаем на тех людей, которые физически
не в том состоянии, чтобы своими ногами дойти, своими руками взяться за живую книгу, но мы стремимся к тому и находим какие-то финансовые средства, чтобы они могли добираться до наших нужных, любимых библиотек.